Образование Ингушской автономной области в 1924 году является важным историческим моментом развития ингушской государственности. Это событие открыло совершенно новую главу в истории нашего народа, а также способствовало сохранению и развитию культуры, традиций и языка. Это вторая выставка, посвященная столетию государственности республики в стенах галереи. Первую подготовили мастера декоративно-прикладного искусства и ремесленники. На этот раз ценителям представлены картины ингушских художников. Изящности полотнам добавляет акустическая атмосфера и живые инструменты. В творчестве ингушских художников очень ярко отражена тема родной республики, ее древней истории. Выставку открыл глава Ингушетии. Эта галерея, она с нуля построена, и она сегодня приносит радость, творческую реализацию творческих людей, выставки своих наших сегодняшний день художников. Мы понимаем, что у нас не было специализированных таких вот помещений, зданий. Мы будем строить, еще будем продвигать нашу культуру и дальше. Но сегодня, я вам скажу, даже гости, которые заходят в такой галереи, не в каждом городе есть. Не в каждом городе. А у нас есть. Понимаете? Поэтому и каждый же творческий человек, он хочет реализовать себя. Кто играет на инструментах, кто рисует, кто лепкой занимается, он же должен реализоваться, он же не для себя это там складывает. Поэтому показать ту красоту, ту душевную, внутренний мир свой и видение, он передает нам. То есть единение такое, внутренний мир, он в принципе не чужд. Художник, он не просто вот там в вакууме где-то жил и рисует, а он жизнь, он ее воспринимает так. Поэтому я кланяюсь нашим художникам, у нас развивается. А после глава региона оценил работы ингушских мастеров. Своего рода энциклопедия, которая позволит посетителям познакомиться с героическим прошлым республики, окунуться в мир ингушского фольклора и самобытного народного творчества. Буйство красок ингушской природы, многовековые ингушские башни, героические страницы истории народа. Все это нашло отражение в творчестве ингушских живописцев, которые представили на выставке более 80 живописных работ самых разных направлений. Здесь есть на что посмотреть и чем насладиться, чем вдохновиться, чем зарядиться на очень долгое время. Очень важно, что такие культурные мероприятия проводятся, и очень важно, что у нас есть площадка, и что площадка к столетию нашей государственности сегодня может представить изделия наших художников, потому что художники – это те люди, которым нам надо всем народам беречь. Это люди творческие, это люди очень нежные, очень ранимые, и нам надо их поддерживать всячески, потому что именно они сегодня являются настоящими летописцами нашей истории, нашей культуры. Оценили по достоинству экспозицию и самые юные гости. Мне очень нравится смотреть на картины, и вообще такое искусство мне очень нравится. Как ты сегодня вдохновилась? Что ты почувствовала? Я почувствовала какую-то историческую тайну, можно сказать. Выставочный центр в Сунже открыли в прошлом году. Его строительство стало возможным при поддержке меценатов республики, в числе которых группа «Сафмар». Сегодня галерея стала местом, где ингушский мастер может поделиться своим талантом с каждым ценителем искусства. Данная выставка у нас продлится до конца июля. Любой желающий здесь может посетить ее в любое время. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей республики с этим юбилеем 100 лет образования государственности нашей республики. Желаю всем мира, процветания, добра, счастья в семьях. Подобные мероприятия – это уникальная возможность прикоснуться к истокам народной культуры, погрузиться в атмосферу прошлого и узнать много нового о традициях ингушского народа. Хава Гагиева, Мавлуд Гиряхильгов, Магаз 24.